В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Научная общественность региона отмечает профессиональный праздник. Глава республики наградил выдающихся исследователей Якутии. Праздник обоснован прорывными открытиями, в числе которых и универсальная вакцина против гриппа. Ее можно модифицировать под новые штаммы. От научно-исследовательской работы к общественной деятельности якутская молодежь знает, чем себя занять, даже находясь в Приморском крае. Знакомство с культурой региона может проходить и через национальные виды спорта. В Якутию прибыл четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Продолжая тему спорта, юношескую сборную Якутии по боксу сформируют на этой неделе. В нее войдут лучшие участники республиканского первенства. Ударная работа водоканала. В 2025 году компания не только справилась с непростыми условиями, но и серьезно продвинулась в развитии коммунальной инфраструктуры. Уже запущен водоузел в микрорайоне Звездный, модернизированы энергоцентр и котельная, установлена система контроля качества воды в Якутске, открыт новый центр обслуживания абонентов. Выручка превысила план на 3,6%. Удалось сэкономить на электроэнергии и закупить новое оборудование. Теперь главная задача – продолжить развивать инфраструктуру для строительства жилья и реконструировать станцию биологической очистки Якутска. В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, в Якутске чествовали лучших ученых республики. За вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований, а также подготовку научных кадров были отмечены представители научных организаций и учреждений региона. Порядка 20 государственных и ведомственных наград им вручил глава Якутии. Он отметил, что прошедший год стал результативным для науки республики и подчеркнул, что в этом году эта работа будет продолжена. Мы с вами находимся сейчас в цикле десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Буквально завершился 4-й год этого десятилетия и стартовал 5-й. И мы сегодня будем, конечно, вспоминать о результатах 2025 года. Они есть, они большие. Хорошо, что развиваются не только крупные центры, входящие в Федеральный исследовательский центр Сибирского отделения Российской академии науки, вузы, которые подведомственны Миннауки России, но также серьезное продвижение есть у Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. В Северо-Восточном федеральном университете стартовали Дни российской науки. Так, для школьников и студентов организован День открытых дверей. Программа мероприятий обширна. Это и научные семинары, и тренинги, и лекции. В Музее археологии представили 3D-реконструкцию кирдюгенского воина эпохи позднего неолита Якутии. С подробностями Марферина Алексеева. Сегодня, благодаря современным технологиям, мы можем увидеть, как выглядели наши предки 4000 лет назад. Сотрудники Музея археологии СВФУ совместно со специалистами Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклаяна воссоздали внешность кирдюгенского воина. Его останки раскопали в 2004 году в Чурапчинском районе. В 2023 году ученые реконструировали лицо мужчины и на основе 3D-моделей и костей восстановили тело в соответствующих пропорциях. Была очень кропотливая работа. Мы просканировали каждый фрагмент кости и доспехов этого воина. Благодаря труду антропологов мы знаем, что его рост был где-то 165 сантиметров. Это был очень коренастый, такой мускулистый мужчина, да, вот, проживший где-то до 40-50 лет. Выяснилось, что он относится к арктической расе, большой монголоидной расы, к отдаленным таким родственникам Ганасана юкагирской общности. В картинной галерее университета гостям представили работы французской художницы Нади Леже. Родом из Беларуси, исполняя детскую мечту, юная Надя переехала во Францию и училась у именитого художника Фернана Леже. Позже стала его супругой. Тут есть разные стили, но больше всего мне нравится импрессионизм. Вот этого моя однокурсница показывала. Вот. Они выглядят, как будто дышат. Очень живые мазки и мягкие цвета. Я вижу знакомые картины, которые я уже видела, но мой любимый художник в стиле импрессионизма – это Манет. Вот. А еще приятно было услышать про белорусскую художницу. А для юных школьников в зоологическом музее провели мастер-класс по лепке черепов разных животных. Наука начинается с мелочей, где дети своими руками пытаются сделать модель волка максимально похожим.
как они умеют, конечно, это делать. Это развивает мелкую моторику, воображение, наблюдательность, описание. То есть вот эти вот все базовые научные принципы, которые существуют в биологической дисциплине. Мне кажется, это будет интересно, и дети вроде как заинтересованы. Я как раз пришел так же, вот, как и эти дети. Я посещал музей Ярославского, когда был маленьким. И меня нравились. Там, кстати, была очень красивая экспозиция. Слепленные из глины динозавры. И меня это очень сильно впечатлило. Дни российской науки в университете продолжаются. Они включают около 20 мероприятий и завершатся 8 февраля подведением итогов и награждением в рамках празднования профессионального праздника всех ученых России. Марфирина Алексеева, Виктор Дьячковский, Якутск. В Гагаринском округе на улице Кузьмина, 30/2, открылся общественный центр. Небольшое помещение обустроили при поддержке главы управы, депутатов и мэра города Якутска. Подробности в сюжете Тимура Колмогорова. Для общественников Гагаринского округа открытие центра стало настоящим праздником. Многие из них ждали места, где они могли бы собраться и работать вместе. Места, помещения у нас не было. Мы собирались где могли. То в администрации Гагаринского округа в управе, то в библиотеке «Созвездие», ДК Гагарина. Когда я сегодня вошла в это помещение, вы знаете, я не поверила своим глазам. Насколько все изменилось, как все стало красиво, изящно. Просто радость какая-то переполнила сердце. Большое спасибо всем людям, которые сделали для нас это помещение. Общественный центр станет местом разработки и проведения множества мероприятий для местных активистов, а также просто пространством для совместного отдыха и общения. Так сложилось, что у нас здание было освобождено нашими медиками, они переехали в новую поликлинику, которая открылась буквально в конце прошлого года. И это здание вот как раз переформатируется под общественный центр, где будут заниматься именно наши общественники, свои мероприятия планировать, свои идеи развивать, ну и, конечно, решать вопросы, которые очень важны для нашего округа. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» за 6 лет работы было обновлено и построено 147 новых общественных территорий, и работа не останавливается. В этом году планируется строительство и благоустройство 23 новых объектов. Конечно же, это те общественные пространства, за которые голосуют люди, в первую очередь. Они получают второе дыхание, они реконструируются, иногда они меняются просто на 100% до неузнаваемости, и люди приходят в новую локацию и действительно с большим удовольствием прогуливаются там со своими семьями. Дети растут на спортивных площадках, на детских площадках, и это не может не радовать. Открытие общественного центра даст старт в этом году новым мероприятиям, которые создадут и проведут организации Гагаринского округа в новом уютном помещении. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Сфера молодежной политики Приморского края включает в себя широкий круг организаций, которые занимаются поддержкой молодежи и их инициатив. От автономных некоммерческих организаций до образовательных учреждений. Все они призваны поддержать молодых ребят. О том, какие есть меры поддержки для молодежи в крае, расскажет Иннокентий Кычкин. Во Владивостоке грантовую поддержку на реализацию собственных инициатив можно получить со стороны автономной некоммерческой организации «Молодежь Приморья», которая включает в себя ежегодный конкурс поддержки идей. На ней выбираются проекты с различной направленностью от молодежных радио в муниципальных округах до поддержки проектов Федерации спидкубинга, которые занимаются сборкой кубика Рубика на скорость. По словам директора «Молодежи Приморья», по итогам прошлогоднего конкурса в 2026 году финансовую поддержку получат 20 молодежных проектов. У нас проходит окружной форум образовательный молодежный «На волне», и он как раз-таки направлен на поддержку молодежного предпринимательства в целом, на тех, кто занимается продвижением своего региона, на тех, кто разрабатывает различные игры и занимается вообще игрификацией в сфере образования, в том числе на тех, кто создает что-то свое, то, что можно дальше масштабировать, продавать и в том числе поддерживать и продвигать
развивать свой регион. О мерах поддержки общественных организаций со стороны Дальневосточного федерального университета рассказал проректор по молодежной политике. По словам Александра Кайдановича, в текущем году на территории кампуса выделены офисы 12 общественным объединениям. Каждый студент может из своего личного кабинета подать заявку на грантовый конкурс. Это твоя инициатива, на которой выделяется финансирование. У нас студенты могут подавать на грантовые конкурсы, чаще всего это Федерального агентства по делам молодежи, как физических лиц, да, так и в заявке университета мы помогаем дописывать проекты, которые есть у студентов, чтобы вместе получать грантовые конкурсы. Также у нас есть грантовые проекты, тоже мы студентам помогаем в этой части получить у нашего стратегического партнера агентства по делам молодежи Приморского края. Во Владивостоке существует множество различных студенческих землячеств, которые консолидируют молодежь и помогают знакомить их с культурой народов России и стран мира. Активистка татаро-башкирской студенческой организации ДУФУ рассказала о своем опыте общественной деятельности. В этом и в прошлом году я принимала участие в Дне межнационального студенческого единства. В прошлом году была участником, в этом году и участником от делегации Башкортостана, Татарстана и ассистентом от другой делегации. Также состою в татаро-башкирской делегации. Мы часто собираемся вместе, особенно по выходным пьем чай, устраиваем мероприятия, смотрим фильмы на татарском, башкирском языках, кушаем чак-чак и любим рассказывать про свою культуру, делаем различные презентации, учим языку других людей. К нам часто приходят иностранцы и очень интересуются нашей культурой. Молодежная политика в Приморье выстраивается по принципу непрерывной поддержки от студенческой скамьи до реального социального или бизнес-проекта. Созданная экосистема призвана не только раскрывать таланты молодежи, но и сохранять их для развития всего дальневосточного региона. Иннокентий Кычкин, Владивосток. Также во Владивостоке студенты из Якутии с помощью телемоста приняли участие в открытии Года единства народов России. Старт году был дан 5 февраля президентом страны Владимиром Путиным в Национальном центре «Россия» в рамках марафона общества знания «Россия. Семья семей». Студенты Дальневосточного федерального университета, представители разных народов страны, а также представители коренных малочисленных народов Приморья приняли участие в этом торжественном мероприятии. Студенты из Якутии поделились своими впечатлениями от открытия. Сейчас будет происходить прямая трансляция открытия в честь Года единства народов России. А для меня большая честь, конечно же, представлять свою республику любимую. И я очень горжусь тем, что мы сегодня стоим на открытии. А сегодня будут присутствовать все 89 субъектов нашей страны. И мы в числе 15 представителей будем представлять народов Приморского края. С Годом единства народов России! Российские ученые представили универсальную вакцину против гриппа, которую можно быстро модифицировать под новые штаммы вируса. По словам экспертов, традиционные вакцины производятся по прогнозу ВОЗ, и если вирус мутирует в течение сезона, изменить их уже нельзя. Новая же платформа позволяет адаптировать препарат в течение пит-сезона. Ученые отмечают, что такие вакцины – это гибкий инструмент для борьбы не только с вирусами, но и с бактериями, а в перспективе они могут применяться для терапии онкологических заболеваний, аллергий и других патологий. Нарушениями психического здоровья страдают более миллиарда жителей планеты, и лечение пациентов с такими расстройствами всегда неотложная задача. Сегодня наши коллеги из Нерюнгри побывали в психоневрологическом диспансере, чтобы узнать о существующих методах лечения и профилактики заболеваний. В структуре Нерюнгринского психоневрологического диспансера имеется психиатрическое отделение на 50 коек круглосуточного пребывания и 2 койки дневного пребывания, а также амбулаторная служба, где трудятся участковые психиатры и психологи. Психические заболевания, они, к сожалению, имеют тенденцию к хронизации, особенно такие заболевания, как шизофрения или деменция, то есть это тяжелые психические расстройства, они довольно стойкие. Можно добиться какой-то определенной степени ремиссии, да, но каждый случай индивидуален. Но, конечно, есть и такие временные психические расстройства, которые связаны со стрессом, с депрессивными какими-то расстройствами, да, которые сейчас в целом у нас по населению, по России выходят на первое место по снижению трудоспособности среди населения. Поэтому бывает, что сейчас увеличивается число таких пациентов с временными расстройствами.
На базе психоневрологического диспансера работает межрайонный кабинет медико-психологической помощи. Обратиться сюда может любой желающий. Структура людей пугает. Почему? Потому что мы находимся, прикреплены к психоневрологическому диспансеру. У всех сразу начинаются свои моменты. Но на самом деле все достаточно конфиденциально, никуда не выносится. Мы консультируем и детей, и родителей с различными проблемами воспитания детей, также подростковые моменты есть. Нужно все-таки следить за своим психическим здоровьем. В случае чувств тревоги, эмоционального выгорания, чувства депрессии, апатии. Все-таки есть специалисты, к которым можно обратиться, и мы бы, конечно, хотели, чтобы наше население обращалось к нам, просили помощи. Все не так страшно, как все думают. Любое заболевание нуждается в профилактических мерах. Исключения не составляют и психические расстройства. Первичные меры профилактики достаточно просты. Полноценный отдых и здоровый сон, умеренные физические нагрузки, занятия любимым делом, позитивные отношения в семье, положительные эмоциональные разрядки. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Творения, покорившие сердца на евразийском конкурсе «Этноирата», продемонстрировали на вечере дефиле. Представленные коллекции национальной одежды выполнены мастерицами творческого объединения «ЮКТЕЛ». На сегодняшний день организация сплачивает общим делом свыше 100 человек разного возраста. Главной целью креативного сообщества является сохранение и современная интерпретация национального шитья. Среди них новые способы использования бисера, меха и других деталей в ремесле. Демонстрация образов состоялась в рамках выставки «10 лет пути вдохновения творчества», посвященной юбилею объединения «ЮКТЕЛ». Мастерицы вносят свои новые технологии, современной интерпретации, например, национальные одежды, там они вносят очень много элементов, которые именно нравятся нашим молодому поколению. Это и бисер, это и вышивка, и, конечно, это мех. 5 февраля на экраны вышла новая якутская комедия «Кюлей от Кеме» «Праздник сенокоса». Идея зародилась еще в 2018 году во время съемок фильма «Джулур». Комедия рассказывает о городском парне Нюргуне, который попадает в деревню в разгар турнира по сенокосу. За внешней комедийной историей скрывается разговор о сохранении якутских традиций. Съемки начались летом, проходили в 4 локациях – Якутске, селах Соло-Маруки, Личей, Табага. Особенностью проекта стало участие 4 прославленных якутских спортсменов. Совмещать, не очень трудно, но, конечно, как продюсер я работал не покладая и от начала, и до конца. Идея, режиссер Валентин Макаров, он тоже как сценарист и режиссер, и сопродюсер этого нашего проекта. Валентин сказал, когда мы снимали «Джулур», масс-рестлинг, это было 18-й год, в 2018 он тоже хотел свою идею, сказал, давайте попробуем. Сперва мы отснимем «Джулур», а потом мы уже перейдем к другому проекту. Встреча с 4-кратным олимпийским чемпионом Александром Поповым открыла новые перспективы для развития водного спорта республики. В ходе открытого диалога титулованный пловец поделился с юными атлетами профессиональным опытом и ответил на их вопросы. Подробнее о визите спортсмена расскажет Анастасия Пуляева. Новые перспективы для республиканского спорта, мотивация для юных спортсменов и долгожданная встреча с Александром Поповым. 4-кратным олимпийским чемпионом по плаванию началась напутствие для атлетов. Наверное, хотел бы пожелать спортсменам хотя бы однажды в своей жизни ощутить, когда вы стоите на высшей ступеньке пьедестала почета, когда звучит гимн, поднимается флаг, и все стоят. В ходе открытого диалога титулованный пловец поделился с юными атлетами профессиональным опытом, рассказал о своем спортивном пути и ответил на интересующее подрастающее поколение вопросы. Почему вы выбрали именно этот стиль спорта? Здравствуйте, Александр Владимирович Попов. Есть к вам вопрос. Вы когда-нибудь хотели бросить плавание из-за того, что у вас что-то не получалось?
Каждый вопрос, прозвучавший на встрече, отразил возможные сомнения. Однако ответ на каждый из них наверняка дал начинающим пловцам уверенность в своем выборе и мотивацию на достижение своих целей. Ведь основная мысль, которой спортсмен поделился с юными спортсменами, это то, что важна не только мотивация, любовь к своему делу, но и дисциплина. Самое основное – это дисциплина. Дисциплина. Без дисциплины нет ни результата, талант не раскроется. Это было пройдено и проверено на опыте, на других. Для обладателя мировых титулов также была организована экскурсия, где состоялось знакомство с национальными видами спорта. Официальным же итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между региональным Минспортом и Федерацией водных видов спорта России. Я надеюсь, что это нам поможет в развитии этого прекрасного вида спорта. Конечно, для того, чтобы развивать плавание, нужны объекты, бассейны, но в нашей республике на сегодняшний день 44 бассейна, считая и детских садов, школ, поэтому мы можем развивать плавание в нашей республике. Якутские спортсмены из года в год показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня. Встреча спортсменов с кумиром и подписание соглашения – мотивация на достижение новых свершений и покорение новых высот. Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Якутск. Юношескую сборную Якутии по боксу сформируют на неделе. В нее войдут лучшие участники республиканского первенства, которое в эти дни проходит в столице региона. За это право борются 153 представителя 19 улусов, а также города Якутска. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Целых 6 лет своей жизни подросток Тимур Дюжев посвятил боксу. На первенство республики он приехал в составе нюрнбергской команды из 5 человек. В полуфинал вышли только 2. Тимур отмечает, соперники сильные, конкуренция высокая. Но в своей победе он уверен на все 100%. Потому что если я сейчас буду думать, что я проиграю, так может и произойти, потому что зачем себя же и гнобить. Но все лучшее будет. Нет заднего хода, только полный газ, пахать и первые места вырвать. Его наставник, старший тренер спортивного клуба «Ботур» Анатолий Пелевин отмечает, раньше самыми сильными школами бокса считались Нерюнгринская и Нюрбинская. Сегодня ситуация изменилась, оно и неудивительно. География соревнований растет с каждым годом, и бокс приобретает массовость. 19 команд, это получается с 17 районов приехали, Миннинские, Нерюнгринские, с Ленска приехали, и вот с Оленька есть пацаны. В целом команды все сильные, соперники сильные, приходится боксировать. Весьма скромное заявление для того, чья команда в полном составе вышла в полуфинал. Владимир Петров – тренер ребят из училища Олимпийского резерва в Якутске. Все 7 его воспитанников поборются за право выступить в финале. Более того, первые 2 боя уже завершились в их пользу. В основном подготовка прошла успешно. Но сейчас за путевку будем боксировать. У всех своя тактика, у всех своя школа. Ребята придерживаются, готовим их к этому. Хотим завоевывать медали с Россией. Эксперты отмечают, фаворитов первенства можно выделить уже сегодня. Но кого именно, умалчивают. Впрочем, долго ждать не придется. Уже 7 февраля пройдут финальные бои. Выступят 14 пар, 28 боксеров. Лучшие сформируют сборную Якутии и представят республику на предстоящем первенстве ДФО в Хабаровске. Саргалана Неустроева, Аэлита Махно, Якутск. И последнее. Якутск готовится принять грандиозный 2-й международный турнир Хангалас-Хапсагая. Событие, которое объединит борцов из 10 стран и отдаст дань легендарной победе якутских атлетов на Олимпиаде 1976 года. Турнир, приуроченный к 50-летию Олимпийского триумфа, пройдет уже в эти выходные. Соберет более 500 спортсменов. Зрителей ждет 2 дня напряженных поединков, битва за титул абсолютного чемпиона и рекордный призовой фонд в 5 миллионов рублей. Особое значение турнира подчеркивает его связь с мировым движением. Якутская борьба вошла в программу Всемирных игр кочевников, которые в этом году состоятся в Кыргызстане. Хангалас-Хапсагая станет не просто соревнованием, а настоящим праздником силы, традиции и спортивного братства. С 31 августа по 6 сентября 2026 года в Кыргызской республике пройдут 6-е Всемирные игры кочевников. И в спортивную программу был включен официально в основную соревновательную программу национальный вид спорта якутского народа Хапсагай.
И соревнования будут проводиться в абсолютной весовой категории, то есть без ограничения веса. Каждая страна будет проводить отборочные мероприятия в своей стране, проводить подобные мероприятия и комплектовать национальную сборную команду. Каждая страна будет иметь право представить одного спортсмена и одного тренера. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.